Проект «Воскресный абонемент» в Чувашском государственном театре оперы и балета по-настоящему порадовал чебоксарцев и гостей столицы. На этот раз зрителям была представлена опера Джоаккино Россини «Сивильский цирюльник». Партию графа Альмавивы в ней исполнил солист Мариинского театра, лауреат международных конкурсов Станислав Леонтьев. «Сивильский цирюльник» неоднократно ставился оперными театрами Москвы и Петербурга. И сегодня это одна из наиболее исполняемых партитур в России. И теперь у чебоксарских зрителей есть возможность прикоснуться к искусству с берегов Невы. У вас замечательная артист Розина, мне совершенно потрясающе, очень понравилось. Это Бартола, также Фирилова, очень замечательный артист. Партию Фигаро впервые на чувашской сцене исполнил заслуженный артист Республики Коми Михаил Журков. За дирижерский путь стала главный дирижер Чувашского государственного театра оперы и балета Ольга Нестерова. Партию Розины исполнила народная артистка Чувашской республики Маргарита Финагентова. В образе Розины очарование юной влюбленной девушки сочетается с безупречностью морального облика и кротостью. Однако в некоторых случаях Розина способна постоять за себя. Работа с солистом Мариинского театра – это очень интересный опыт, говорит Маргарита Финагентова. Просто как бы повышается такая планка, что надо еще больше поработать, подготовиться, собраться, чтобы соответствовать уровню таких солистов, да. То есть, наоборот, для нас это очень полезно. Мы сами подтягиваемся, мне кажется, стараемся дотянуться до этого уровня и большого, и мариинского, допустим, как-то всеми способами, именно профессиональной подготовкой своей. А для молодых зрителей от 14 до 22 лет есть проект «Пушкинская карта». Теперь все постановки стали еще доступнее. Нужно только оформить карту, чтобы не пропустить интересные события. Очень рада, что нам дали такую возможность по Пушкинской карте ходить в театры, потому что мы очень редко ходили в театры. Теперь будем ходить чаще. Так что увлекательное путешествие в мир классической музыки продолжается. Напоминаю, что с 11 октября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией вход в учреждение культуры для лиц от 18 лет и старше будет осуществляться по предъявлению QR-кода или оригинала сертификата о вакцинации. При себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.